Здравствуйте, это новости Татарстана. О главных событиях этого четверга в ближайшие полчаса в студии Лина Зинатуллина. Сегодня Владимир Путин объявил, что Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Официальное обращение президента страны прозвучало в 6 утра. Решение о вводе войск было принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Вот главное из выступления главы государства. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписанные с советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Ну что же, что ответить на это? Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесенные нашим народом на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не противоречит высоким ценностям прав и свобод человека, исходя из тех реалий, которые сложились на сегодня за все послевоенные десятилетия. Также не отменяет право нации на самоопределение, закрепленное в статье 1 Устава ООН. Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет. В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это. Именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну.
вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций предков. И, конечно, прямо зависит от способности быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплоченности общества, его готовности консолидировать, собирать воедино все силы, чтобы идти вперед. Силы нужны всегда, но сила может быть разного качества. В основе политики империи лжи, о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: силы есть, ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. А если это так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, строить свой дом, свою семью, свою родину. В международном аэропорту Казань сегодня отменили часть рейсов. Такое решение приняла Росавиация в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Так, сегодня из Казани нельзя улететь в Брянск, Симферополь, Минеральные воды. Из Бегишева отменены рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону. С этого дня 11 аэропортов России временно приостанавливают работу до утра 2 марта. Речь идет о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в обозначенные авиахабы. Аэропорты Татарстана, Казани и Бегишева работают в штатном режиме. Татарстан готов в любую минуту принять вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, но пока эшелон с ними еще не выехал. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. По словам Лилии Галимовой, оперштабом предприняты все необходимые меры, созданы условия. В Татарстане гражданам ДНР и ЛНР готовы оказать медпомощь, предоставить жилье и рабочие места. Задача республики, задача правительства, которую поставил президент перед правительством, заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать всю необходимую помощь. Там преимущественно в основном женщины и дети. Как сформируют эшелон, как отправят, так будем готовы вам сообщить. Двое детей пострадали сегодня в результате схода снега и наледи с крыши 10-го дома по улице Циолковского, Бугульмы. Двухлетняя девочка и 7-летний мальчик госпитализированы в Центральную районную больницу. Дети получили сотрясение мозга и ушибы. Их состояние оценивается как средней тяжести. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг либо выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент на месте работают следователи-криминалисты. Управление домом, откуда произошел сход снега с крыши, осуществляется компанией «Антей». В начале года прокуратура вносила в адрес руководителя этой организации представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи. По итогам проверки надзорное ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб и поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
Сегодня в Татарстане возобновляются диспансеризация, плановая помощь и профосмотры. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Республики Марат Садыков. Возобновляется в том числе и углубленная диспансеризация для тех, кто переболел ковид. А с 28 февраля вновь начнется работа передвижных мобильных поликлиник, где проводится диспансеризация сельского населения. Напомним, диспансеризации и профосмотры в Татарстане были приостановлены со 2 февраля. Причиной стала сложная санитарная эпидемиологическая обстановка. Татарстан в топ-10 регионов России в сфере АПК. Первый в Поволжье по валовой сельхозпродукции, несмотря на засуху 2021 года. Тогда сельхозотрасль республики недополучила 47 миллиардов рублей, которые могли бы пойти на дальнейшее развитие аграрной отрасли. Ситуация усугубилась ростом цен на ресурсы. Как итог, себестоимость зерна увеличилась на 48%. И запаса прочности на новый сезон у хозяйств не осталось. Сегодня об этом шла речь на заседании расширенной коллегии Минсельхоза республики. Просим вас вручить символический ключ. Подведение итогов для аграриев началось с приятного события. Рустам Минниханов вручил ключи от 10 машин для районных управлений Россельхознадзора. В работе агропромышленного комплекса очень серьезная роль Россельхознадзора. Вот эти автомобили, которые сегодня мы вручаем, это тот инструмент, который повысит вашу оперативность и мобильность. Коллеги Минсельхоза республики проходят параллельно с масштабной выставкой ТАТ Агроэкспо. Здесь как маленькие предприятия, так и гиганты сельхозотрасли. Всего на экспозиции представлено 200 компаний из 30 регионов страны. Гигантские площади Казань-Экспо заполнены до отказа. Здесь презентуют новейшие разработки ВПК. С ними знакомится президент республики. Показатели воспроизводства, они одни из самых значимых в животноводстве. Эта компания представляет передовую аналитическую систему. Технология определяет болезни крупного рогатого скота и успешность осеменения коров. С забором молока берется проба, исследуется уровень прогестерона. В зависимости от его уровня мы определяем, либо корова готова к осеменению, также могут быть какие-то проблемы с воспроизводством. Самоходный опрыскиватель Юта 3000G, полноприводный самоходный опрыскиватель с клиренсом 1,65 м. Это уже разработка татарстанской компании. Машина предназначена для обработки посевов средствами защиты. Так как все навигация спутниковая, позволяет работать круглосуточно. И, значит, где-то 50 гектаров в час он обрабатывает. Это заменяет 3 прицепных опрыскивателя с такой же шириной захвата. Татарстан – один из лидеров АПК страны. Республика первая по молоку, вторая по картофелю. Но регион потерял позиции по сбору зерна, овощей и сахарной свеклы. Причина в засухе, отметил глава Минсельхоза. Из-за нее сельское хозяйство республики недополучило 47 миллиардов рублей. В среднем зерновых собрано лишь 15 центнеров с гектара. Это в 2 раза меньше, чем в 2020-м. В антирейтинге предприятия в Нижнекамском, Альметьевском и Азнакаевском районах. Все из-за несоблюдения технологий производства, отмечает министр. Обращаюсь ко всем руководителям хозяйств. Хватит свои неудачи в агробизнесе списывать на непогоду. Нужно применять технологии, которые дают реальный эффект. Посещайте и изучайте опыт указанных передовых хозяйств. Ситуация усугубилась еще и ростом цен. Кормовые подорожали до 90%. Серьезно выросла стоимость так называемого борщевого набора. Для решения вопроса нужны овощехранилища, отмечает президент, чтобы больше запасти на лето. Так как хранение ограничено, мы оказываемся в сложной ситуации. 9 объектов планируется, ну и, конечно же, они нуждаются в поддержке. Мы будем обращаться в Министерство Российской Федерации, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20% до 50%. Поддержка нужна и самим аграриям. По итогам года зарплата ВПК выросла почти на четверть, но по-прежнему остается ниже среднереспубликанского уровня. Вопрос в чем? Эти люди где-то должны зарабатывать. Но если ты получаешь 20-25 тысяч рублей в месяц, работая каждый день там, на селе, работа не очень легкая, мы должны понимать, что вопрос зарплаты – это закрепление кадров, это качество специалистов. Отдельная критика за сокращение поголовья КРС. Почти на 32 тысячи голов по всей республике. Отрицательная динамика наблюдается в 24 районах республики. В основном это связано с оздоровлением дойного стада, либо с предстоящим обновлением поголовья на более продуктивные.
Но 30% сокращенного поголовья сельхозформирования не планирует восстановить. По итогам года в Татарстане надоено 1 958 000 тонн молока. Но президент отмечает, потенциал еще есть. Марат Готович, мы сколько уже там говорим про 2 миллиона тонн молока. Где-то рядом никак до 2 миллионов не можем выйти. Татарстан остается одним из ключевых регионов страны по производству сельхозпродукции. Об этом говорит руководство федерального ведомства. Республика в приоритете с точки зрения и мер поддержки. В этом году Татарстан получит 460 миллионов льготного кредита. У нас было множество заявлений от регионов с просьбой увеличить объемы кредитования, объем субсидирования, ну и, соответственно, объем кредитования на сезон полевой работы. Правительство поддержало инициативу Минсельхоза с увеличением объема субсидирования до 10,4 миллиардов рублей. Соответственно, сейчас эти деньги уже в плане распределены на регионы. В целом, деятельность АПК Республики признана успешной. Сейчас акцент на весенне-полевые работы, отмечает президент, и ставит задачу достичь урожая зерна не менее 4 миллионов тонн. В прошлом году собрано 2,5. Рамиль Галюлин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На специализированной сельхозвыставке достижения АПК «Татагроэкспо» чебоксарская компания «Гервентрус» представила уникальные в России вентиляционные турбины. Какие преимущества дает это оборудование, далее в репортаже. Вот так вот вращается, и вот так вот создается вытяжка. Абсолютно без электричества. Подключать ничего не нужно. Такие ротационные вентиляционные турбины из пластика предназначены для работы в животноводческих комплексах. Благодаря им из воздуха удаляются пары аммиака, избыточная влажность, пыль и вредные примеси. Наша система позволяет улучшить микроклимат в коровниках, в помещениях содержания различных животных, вследствие чего улучшается их здоровье и увеличивается производительность. Системы работают и без ветра, как естественная вентиляция. Турбины из пластика могут прослужить до 15 лет. Розничная цена у нас сейчас 12 900. Вот, а доставка это мы все обговариваем. Если это Поволжский регион, так как мы соседи недалеко находимся, мы это за свой счет сделаем. Затраты на наше оборудование мы рассматриваем как инвестиции в проект фермеров-животноводов. Установив больше 10 объектов уже по Российской Федерации, мы поняли, что срок окупаемости от 3 до 6 месяцев. Заказать турбины можно по телефону и на сайте компании. Народный контроль. В детсад с фонарем, опасный хоккей, заблокированные снегом и мусором. На что жалуются на госуслугах жители Татарстана, читайте в интернет-газете «Реальное время». Проблема ждет своего решения. Татарстанцы продолжают жаловаться на неработающие лифты в надземных переходах, которые предназначены для инвалидов и мам с колясками. В Казани перманентно не работают около десятка подъемных устройств, то есть почти каждая пятая. По некоторым адресам работающий лифт в последний раз видели в 2013 году, во времена универсиады. Почему сложилась такая ситуация и что собираются делать, чтобы сдвинуть лифты с положения «стоп», узнал Дмитрий Аренин. Часто пользуюсь вот этим переходом, и очень неудобно. Люция Зейдина живет с одной стороны проспекта Амирхана, а семья ее дочери с другой. После инсульта женщина стала хуже ходить. В гости к детям теперь попасть не так просто. Как говорит, лифты в переходе у перекрестка Амирхана и Чистопольской давно не работают. Не вижу я, чтобы они работали. Мы как-то в одно время, это года 3, наверное, назад, пробовали. Там вроде что-то пытались они наладить. Нет, дверь сломали, потом заколотили, и все на этом закончилось. Мы решили проверить, работает ли лифт в соседнем переходе между Чуйково и Ямашево. Здесь дверь нам открылась, мы поехали. Но на втором этаже лифт застыл в закрытом положении. Помочь не смог и диспетчер. На втором этаже дверь не открывается. У нас механик не работает. Что не работает? Механик. Механик, говорит, работает. Нет, выйти не можем. Слышите нас? Выйти не можем. В итоге получилось только обратно спуститься, и там дверь снова открылась. О, вышли. В переходах возле остановок улицы Карбышева и Комарова лифтов в шахтах нет вовсе. Причем, как говорят местные жители, очень давно. Перед универсиадой сделали лифт. Где-то через неделю все сломали. Через остановку там еще один мост есть. Там тоже сделали лифт. Тоже через неделю, через 2 ломали. Очень хороший лифт был, так качественно сделали, мы так переживали. Как говорят казанцы, с неработающими лифтами они сталкиваются по всему городу. Лифты не только здесь не работают, они повсеместно, хоть проспект Победы взять. Вандалов везде хватает. Если ломают, значит надо следить здесь какие-то, или дежурство организовывать, или что ли. Какой-то выход надо искать. Не просто так
А то, что если они стоят, значит, они должны работать, действительно. Я хромая, конечно, неудобство. А зачем тогда сделали вот эти лифты-то? Для чего? Для красоты? Жалобы на неработающие лифты приходят в аппарат уполномоченного по правам человека в республике. В минувшем году было 20 таких обращений. Как отмечает Сырья Сабурская, это явная недоработка местных властей. Есть комитет по благоустройству города Казани, который контролирует работу лифтовых подъемников. Конечно, мне кажется, здесь нужно просто четко определить регламент работы технического персонала, который обязан следить за работой лифтов. Январь следующего года он очень значимый для Казани, для республики. Это будут специальные Олимпийские игры для граждан с инвалидностью. И если в таком состоянии будут наши лифтовые подъемники, но даже будет стыдно и перед гостями, я уж не говорю о самих, о хозяевах, о жителях Казани, о жителях республики. По данным Комитета внешнего благоустройства, сейчас в городе 56 лифтов в подземных и надземных переходах. На их содержание в этом и минувшем году выделено по 10 миллионов рублей. На данный момент не работают 10 устройств. Как отмечают чиновники, лифты постоянно становятся жертвами грабежа и вандализма. Не спасают и камеры видеонаблюдения. Ломают элементы подъемного механизма, в том числе и крадут кабели в больших количествах. Эти действия повторяются, стекла разбиваются периодически, и нам приходится постоянно проводить ремонтные работы. В соответствии с нашим климатом мы не всегда это можем делать, потому что зима не самый подходящий период для этого. Поэтому приходится все-таки на протяжении некоторого времени нам ждать, пока мы сможем их вернуть в рабочее состояние. Для решения проблемы в городе решили установить более прочные лифты, аналогичные тем, что стоят в жилых домах. Пока в проекте 17 новых подъемных устройств. Будет сложно украсть запчасти, потому что механизмы будут не так доступны для людей. Там нельзя будет разбить стекло и, соответственно, получить к нему доступ. Это будут полноценные металлические шахты. Завершить проектирование новых подъемных платформ рассчитывают к апрелю. Как ожидается, лифты будут служить около 25 лет, опять же, если к ним будут бережно относиться. Дмитрий Айрин, Раиль Галяов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В состав паралимпийской сборной России вошли 2 татарстанских спортсмена. В Пекине в лыжных гонках и биатлоне сидя выступит чемпионка мира и России Марта Зайнуллина. В лыжных гонках и биатлоне стоя заявлен чемпион мира Рушан Минигулов. Паралимпийские игры пройдут с 5 по 13 марта. Новый биатлонный комплекс республики откроется уже на следующей неделе. Об этом сегодня сообщили в исполкоме Казани. Грандиозный объект стоимостью больше миллиарда рублей строился с 2019-го. Был достроен в конце прошлого года, но пока так и не распахнул свои двери любителям спорта. Все потому, что до сих пор не завершен процесс его передачи в муниципальную собственность. Объект закрепляют за Казанской спортшколой. Это не устраивает Федерацию биатлонистов республики. Здесь боятся, что тогда на комплексе не смогут тренироваться другие татарстанские спортсмены. Да и заработает ли комплекс вообще? К нему у них уже скопилось много вопросов. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдулин. Это вот мы 2 здания видим. Здание проката лыж и сервис здания. Всего в этих 2 зданиях находится 22 вакс-кабины. Прямо на входе все, что нужно биатлонистам для гонок. Здесь они будут готовить лыжи. Здесь могут переодеваться, готовиться к стартам. И сервис, установка для подготовки лыж с вытяжкой, системой вытяжки, который позволит в свежем воздухе держать здесь внутри помещения. Все мы, как понимаем, новое. Все новое, да, абсолютно все новое. А здесь за биатлонистами и их результатами будут следить судьи и комментаторы. Комплекс снабжен автоматизированной системой хронометража, поэтому вся информация у нас поступает именно сюда. Комплекс оснащен по последнему слову техники, но пока здесь не хватает инвентаря. Как объясняют, пока он на складе. Это связано с процессом передачи. На сегодняшний день этот объект спорта сдан. Идет процесс передачи имущества в муниципальную собственность. И как этот процесс завершится, я думаю, в ближайшее время уже мы откроем этот спортивный комплекс для всех желающих. И, конечно, самое интересное – это трасса, и она полностью готова. Ее длина больше 6,5 километров, то есть если бы мы сейчас пошли по ней пешком, на это ушло бы часа 3, но мы проедем ее немного быстрее на снегоходе, чтобы оценить все то, что ждет биатлонистов при реальных гонках на лыжах. Готовые мишени, их даже больше, чем нужно. Обычно на стрельбище их 30, а здесь поставили 40. Готовые системы искусственного оснежения. Если не будет снега, то она сможет подготовить 3 километра лыжни. Никогда у нас в Татарстане не было подобного рода комплекса. Нам посчастливилось, что
И помогло нам федеральное правительство. Такой объект, в общем-то, достаточно приятной близости от города появился. Полностью он соответствует всем требованиям Федерации лыжных гонок, Федерации биатлона, Союза биатлонистов, вернее, России. Вот, мы прошли гомологацию, полностью соответствует все проведению там тренировочных сборов и региональным соревнованиям. Строился комплекс для татарстанских лыжников и биатлонистов. В республике больше 150 спортсменов, 135 из них дети. Но пока ни один из них на новый комплекс так и не попал, говорят в Федерации биатлона. Говорили, что его сдали еще в октябре, но мы как бы это не чувствуем, потому что мы не можем там проводить тренировки и не можем проводить соревнования. Президент Федерации считает, со сдачей объекта затягивают, потому что он недостроен. Эти кадры он снял лично. Вот в комнате инвентаря протекает крыша, а кабины для спортсменов просто заносит снегом. И объект сегодня полностью практически готовый, но бездействует. Сейчас, как я узнаю, готовятся документы по передаче Казанской спортивной школе. Но это, конечно, очень сильно затруднит нашу работу, потому что здесь закуплен инвентарь, оружие, винтовки, тренажеры, и они сегодня недоступны, и в будущем они тоже будут доступны только воспитанникам этой конкретной спортивной школы. Как заявили в исполкоме, комплекс будет доступен всем. Никакой такой угрозы нет. Мы открыты будем для всех, и в том числе профессиональных спортсменов с других районов нашей республики. По словам Альберта Салихова, процесс передачи должен завершиться уже на этой неделе. Значит, уже на следующий комплекс откроется для всех желающих. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Кухня или шкаф-купе. С рассрочкой от Данил Мастер возможно и то, и другое. Закажите мебель сейчас и оплачивайте частями в течение года без переплат. Звоните 2-167-166. Антициклон оказывает влияние на погоду в Татарстане. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Павлах и Азнакаево облачность сохранится, подморозит до -2. Без осадков в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем до -1 градуса. Облачно с прояснениями в Агрызе, Инделеевске, Актаныше. Вероятность осадков небольшая. В Арске, Кукмаре и Балтаси без осадков, немного подморозит до -2 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске станет прохладнее, -1-2 градуса днем. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше аналогичная погода, холоднее, чем накануне. Облачно, но без осадков. В субботу без существенных осадков, ночью станет прохладнее. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, Санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза Санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани облачно и без осадков. Ночью -4, днем около 2 мороза. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.